Продолжаем дополнять информационную картину среды. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. В одной из сел Ленского района наведались медведи. Косолапые вплотную подходят к жилью местного населения. Как медведи ведут себя рядом с людьми. Относительно стабильной остается эпидобстановка в Алданском районе. Сколько человек лечатся в больнице? Дачные маршруты запустили в Нерюнгри на летний период. Необходимость и удобство новых направлений оценила наш корреспондент. 6 лесных пожаров ликвидированы в Якутии за сутки. По данным авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Тампонского районов продолжает действовать 12 очагов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет почти 15 тысяч гектаров. На тушение привлекалось 235 человек и 14 единиц техники. Составлено 5 административных протоколов, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 88 человек. За сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 28 гектар. Также за сутки количество пожаров уменьшилось на 3 очага. За счет ликвидации пожаров в зоне обслуживания произошло увеличение площади пожаров на 50 гектар. В 10-километровой зоне от населенных пунктов действует 4 природных пожара. На особом контроле Главного управления находится обстановка с природными пожарами на территории Нюрбинского района. В село Беченча Ленского района, которое находится в 60 километрах от города, зашли медведи, не проявляя агрессию к населению. Косолапые очень близко подходят к их жилью. Хронология визитов у нашего корреспондента. Первый раз косолапые были замечены в деревне 20 мая. По словам главы Беченчинской администрации, вблизи деревни гуляют 4 хищника. Предположительно, это медведицы с медвежатами. 2 из них – это годовалые особи и медвежонок 3 лет. Первый случай был зарегистрирован 20 мая. В усадьбу Николаевых зашла медведица с 2 медвежатами прошлого года. И буквально вчера, который вот видео распространено в соцсетях, это 3-летний медведь гуляет на берегу реки Нюя. Обнаружив хищников на слеге, жители пытались их отпугнуть. Медведи ушли, но ненадолго. Вечером 24 мая один из них снова вернулся к селу. Комитетом охраны природы беченчинским охотникам было выдано 2 разрешения на отстрел медведей. В поселке Беченча на данный момент мы выдали на регулирование разрешение на добычу 2 особей бурых медведей. По этому решению охотники села Беченча будут контролировать ситуацию. Но пока жители не использовали разрешение, они продолжают отслеживать хищников и в случае опасности готовы ликвидировать. Это решение дается только на 1 месяц. Если опять не решится, они нам, они если не уйдут в тайгу, потом, если появятся, они снова администрация может выходить заново опять. В деревне запрещены выходы на природу, также запрещено выбрасывать на свалку бытовые отходы. Как пояснил нам инспектор Комитета охраны природы, случаи выхода медведей к людям не единичны. В этом году разрешение на отстрел медведей получили 2 нефтегазовые компании и 2 наслега. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас к эпидобстановке еще 109 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 62 в столице региона. По информации оперштаба, 10 человек заболели в Мигино-Кангаласском районе, по 7 случаев зафиксировано в Сунтарском и Чурапчинском, 5 заболевших в Амгинском, по 4 в Усть-Алданском и Нерюнгринском районах. В Вилюйском районе заболели 3 человека, в Намском и Оленёкском по 2, и единичные случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Алданском, Верхоянском и Кобяйском районах. За сутки лаборатории республики провели более 3000 исследований на коронавирус. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, к сожалению, как и вчера, количество тяжелых случаев в республике не уменьшилось. Более того, сегодня у нас увеличилось количество летальных исходов, в том числе и летальных исходов, которые непосредственно достаточно долго врачи боролись за жизнь этих людей. В связи с чем огромная просьба все-таки к вам от властей. И, по сути дела, такое вот пожелание, конечно же, в обязательном порядке вакцинироваться, так как вакцина сегодня является единственным способом и действием для того, чтобы непосредственно снизить все риски, которые возможны при заражении коронавирусной инфекцией.
Относительно стабильной остается эпидемиологическая обстановка в Алданском районе. В настоящее время в больнице находятся 10 пациентов. Чуть более 40 человек остаются под медицинским наблюдением. Жители признают бесспорную пользу вакцинации. Как проходит иммунизация, расскажет Татьяна Вахнина. Учебный год финиширует, до летних каникул осталось несколько дней. В школах идут последние уроки, ребята и девчонки сдают учебники и готовятся получить итоговые оценки. Уходящий год выдался непростым. Формы обучения чередовались, дети были максимально разобщены. В настоящее время очно учатся все школы, на дистанте классов нет. Заболевших и среди непедагогических работников, не учащихся нет. Поэтому на сегодняшний день мы работаем спокойно. Начались уже экзамены, поэтому сдают дети экзамены с соблюдением всех эпидтребований. Эпидемиологическая ситуация в Алданском районе остается сравнительно стабильной. По данным на 26 мая в стационаре лечения получают 10 пациентов. 41 человек находится под медицинским наблюдением. В социальных учреждениях продолжает действовать режим самоизоляции. Карантин снят в доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. На сегодняшний день там все в 100% размере получили 2 дозы вакцины, и на сегодняшний день он у нас открыт, то есть, соответственно, с использованием СИЗов, то есть данное учреждение у нас действует в открытом режиме. В большинстве проживающие домов-интернатов люди преклонного возраста, имеющие различные хронические заболевания. В проведении вакцинации сотрудники и проживающие социальных учреждений являются первоосновными категориями. Прививочная кампания в домах-интернатах идет интенсивными темпами. На сегодняшний день проведена большая работа, и практически, можно сказать, по вакцинации в наших домах-интернатах она, можно сказать, даже подходит к концу. То есть большая часть проживающих получили уже первую дозу, то есть либо вторую дозу вакцины. По убеждению специалистов, залогом благополучия эпидемиологической ситуации является массовая иммунизация. Прививки против новой коронавирусной инфекции получают как сотрудники жизнеобеспечивающих сфер, так и жители. У нас педагоги уже по мере поступления вакцины стараются ставить прививки. Я сама уже поставила прививку одну, жду вторую. Конечно, мы обязаны делать прививки, потому что у нас очень большое количество контактов. На прививки алданцы идут активно. Последняя партия вакцины в количестве 2500 доз, поступившая в Алданский район в середине мая, уже освоена. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. На 27-й очередной сессии ЕЛТУМЭН народные депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики. Законопроект разработан в целях совершенствования регионального законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию страны. Обращаясь к народным депутатам, глава региона отметил, что принятые поправки сформированы в результате широкого обсуждения, и можно с уверенностью сказать, что законопроект выверенный, взвешенный и своевременный, сказал глава региона. Так, в проект документа было внесено 17 новых поправок. Кроме того, 2 статьи исключили и добавили 4 новых. А основные поправки коснулись социальных гарантий граждан, вопросов семьи и детства, образования и здравоохранения. Даются определенные гарантии как семьям, как и институту семьи. Даются определенные гарантии по социальным выплатам. И я бы еще хотел уточнить по одной статье, это в основном законе теперь будут даны четкие гарантии по северным коэффициентам. А это очень важно для жителей нашей республики, потому что раньше эта норма закреплялась только в законах. А изменение законодательства на достаточно упрощенную систему имеет, а изменения, которые предполагают вносить в основной закон, они имеют достаточно сложный характер. Поэтому то, что по северным коэффициентам, так называемым, у нас в основном законе отражено, это считаем очень большим достижением. После ледохода якутские моржи открыли летний купальный сезон. На городском пляже состоялся традиционный заплыв в честь празднования Дня полярника, который отмечался 21 мая. С 2016 года проводят соревнования по плаванию среди якутских моржей. В этом году заплыв посвящен памяти Владимира Членова, который внес неоценимый вклад в развитие движения в республике. Владимир Михайлович был вице-президентом общества моржей. На мероприятии присутствовали его родные и близкие, а также друзья и соратники. В
этом году в заплыве принимает участие 24 человека. Это рекордное количество, а победители получат кубки и медали, а также ценные призы от спонсоров мероприятия. Владимир Михайлович Членов внес огромный вклад в развитие Арктики. И это была его инициатива о проведении соревнований в холодной воде. Они начались в 2013 году. И, кстати, он тогда сам тоже участвовал в них. Вообще ему в этом деле помогал Семен Петрович Алексеев, тоже пловец-экстремал. И сегодня в заплыве участвует гораздо больше людей, чем это было в 2012 году. Тогда можно было всех пловцов пересчитать по пальцам, а сегодня их практически уже 20 человек. Поэтому дело, которое начинал Владимир Михайлович, оно развивается. Новые автобусные маршруты запустили в Нерюнгри на летний период. Движется общественный транспорт по нескольким направлениям прямо к дачным кооперативам. Насколько эти маршруты необходимы и удобны, узнавала Екатерина Павлова. Первые дачники, открывающие сезон и желающие провести день в своем доме, осмотреть территорию, убраться после зимы и заняться рассадой, спешат к 9:30 на конечную остановку по улице Чурапчинская. В городе автобус движется по маршруту номер 5, а его конечная остановка – дача Комарова. Отправление в обратном направлении в 11 утра. Стоимость проезда – 50 рублей. При предъявлении пенсионного либо другого льготного удостоверения проезд бесплатный. Очень хорошо, что сделали этот маршрут. Очень нужно это, ездить на даче. Не всегда можно на такси добраться, не у всех есть свой личный транспорт, не у всех есть автомобили. Замечательно. Даже если бы еще сделали почаще бы, не 2 раза в неделю, было бы вообще замечательно. Хорошо, если бы вечером ходил обратно, потому что если, может, люди бы с утра бы уезжали, а вечером бы домой возвращались, а так он то, что стоит буквально там часа назад, это только в этом недочет, наверное, все. Я гость Нерюнгри, родственница Кристины. Я вчера только приехала, поэтому, я, конечно, довольна. Как она мне рассказала, что существует этот маршрут, очень удобно. Доедем сейчас с комфортом, и, конечно, дешевле, чем на такси, например. Мы все дни ездим, сколько автобус запустили, мы ездим, нам очень удобно. Вечерами, чтобы автобус был с 7 до 8, в этот промежуток. Нам очень удобно оттуда выезжать в это время. По заказу Нерюнгринской районной администрации на летний период запущен автобусный маршрут не только до дач Комарова, но и до дач Энергетик. До дачи Энергетик автобус ходит в пятницу в 18 часов с города, в 19:30 с дач. И в воскресенье в 17:00 с города, в 18:30 с дачи Энергетик. Стоимость проезда с города 100 рублей, из Сербора 50 рублей. Маршрут новый, обкатывается, так что в дальнейшем возможно дополнение в расписании с учетом пожеланий пассажиров. Кроме того, раз в 2 недели ходит автобус по направлению до Нерюнгринского городского кладбища. В июне он будет курсировать 5 и 19 числа, в июле 3, 17 и 31. Время отправления с конечной остановки улицы Чурапчинской 9:30. Отправление в обратном направлении в 12 часов. Проезд до Нерюнгринского городского кладбища бесплатный. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.